Вот так скажу. Все жалуются на плохую жизнь. Но, тем не менее, у нас в городе с каждым годом, с каждым месяцем все больше и больше красивых, представительных машин. Это огромные пробки, которые вот уже раньше, когда... Да у нас не было пробок-то раньше. Там, максимум 3 минуты и все, разъехались, да. А тут уже приходится час. Я, допустим, с Кварталов, когда выезжаю в центр, мне приходится выезжать за 40 минут, это точно. Даже можно за час, потому что, возможно, ты будешь сидеть на стоянах еще 3 часа. Это ужасно. Но люди, в принципе, мне кажется, хорошо живут. У нас очень много новых красивых домов частных, красивых новых квартир, да. Люди, в принципе, хорошо живут. Это все зависит от них самих. Но при этом они еще и жалуются. А на следующей неделе типографию и Они делают ее сразу плохо, значит. Вот. Она раз, дождь, вон, все провалилось. Но на это нужны деньги, огромные деньги, чтобы восстанавливать дорогу, чтобы сделать ее хорошей, действительно. Мне кажется, просто у нас страна настолько большая, что у нас не хватает денег на эти огромные расстояния, да. Но если бы каждая отдельности, региональный бюджет брать, этого недостаточно, чтобы сделать дороги как в Европе, как в если у нас Германии. нет первички, значит первичка Это, конечно, мечта любого из нас. Вот на Шишковке раньше были дороги, по крайней мере. Да, конечно. Тротуары. А сейчас я пешком хожу иногда, потому что, во-первых, у меня теперь расстояние после Москвы не смущает. До элеватора дойти, там на Шишковке нормально. Но нет, тротуары в песок превратились в некоторых местах. Да. Еще смущает, конечно, есть какие-то минусы, да, то, что у нас снаружи красиво-красиво, а когда вот отдельные какие-то берешь, допустим, вот ту же Шишковку, да, взять, там, да, реально, там ужасные дороги, там в дождь, я даже не представляю, что там было, слава богу, я там редко вообще бываю, во дворах, да, там дороги, все такое, но все же делается, я надеюсь, я очень надеюсь. А как социальная сфера в Бурятии, как люди вообще живут? Так. Имеете в виду вообще всех? Да, Или молодежь? все. Все? В принципе, нормально, мне кажется. Кажется, раньше хуже, мне кажется, жили. Например, на рынке куча бомжей было, там, на стоянах. Сейчас поменьше стало. Уровень жизни, мне кажется, повышается. У нас тут Ланде расцветает. Вот. Мне кажется, лет так через 30-40, как за границей будем жить. Наверное, в первую очередь, что садиков очень мало, не хватает мест. Для того, чтобы пойти нам в садик, нам пришлось отправить в деревню. Наверное, очень сложно матерям-одиночкам. И, допустим, если также тяжело найти работу. Мне вот, допустим, просто как повезло, что оказалось в нужном месте в нужное время. Да, дороги, пробки там частенько бывает из-за аварий. В последнее время очень много аварий. В социальном плане я бы сказала, что у нас такая довольно развитая инфраструктура, но, несомненно, есть что еще делать. Я, как автомобилист, могу несколько замечаний сделать в плане дорог тех же самых. То есть центральные улицы, несомненно, ремонтируют, обновляют, особенно к праздникам. А где-то на окраинах или где-то во дворах, пока, к сожалению, дела обстоят не очень хорошо. Ну и плюс летом постоянно пробки. Я не знаю уже почему, то ли это такой трафик, стало много машин у нас в городе, то ли не могут организовать движение. Не берусь делать выводов, но вот такая проблема есть, к сожалению.
У нас красивый город, вот газончик посадили. Вообще красивые цветочки какие-то растут, фонтаны везде. У нас немножко, конечно... Мне недавно сказали, кто же мне говорил-то, я даже не помню, кто-то мне сказал, у нас столько земли, да? Вот неужели нельзя с людьми поделиться, да? Земля же принадлежит народу, да? А у нас почему-то даже элементарно очень много людей не имеют возможности построить себе дом, потому что земля безумно дорогая. Мне кажется, при таком количестве земли надо немножко поделиться, что ли, да, уже с людьми, потому что у нас очень высокие цены вообще на недвижимость, на все. Социальных проблем же много на самом деле, начиная от дорог, которые ужасны у нас, просто ужасны. Ну, конечно, в последнее время город же очень преображается. Ну вот буквально вчера с мамой шли вечером, там у нас в железнодорожном районе, возле кинотеатра «Октябрь», и там очень много цветов появилось. Раньше их не было, и я смотрю, какое-то удовольствие доставляет маме. Как красиво, вот глаз радует, то есть для нее это важно. Для меня это не то чтобы не важно, но мне кажется, так должно быть, то есть я это не воспринимаю как достоинство, да, и достижение. У нас вот детские сады открываются, каждый детский сад это вообще это тоже достижение, хотя это норма жизни. Нормальные дороги, нормальные сады, детские садики, их достаточное количество, медицинское обслуживание, все это должно быть нормальным состоянием любого, так скажем, социально развитого города. У нас вот все вот эти наши перемены, скажем, или свершения, шаг за шагом, они воспринимаются как, ну, чуть ли не с салютом. Ну, потому что, опять же, это все бюджет, потому что вечно не хватает денег, и, конечно, есть ряд проблем. Но, тем не менее, опять же, много зависит от жителей. Если мы не будем, грубо говоря, гадить там, где мы живем, и элементарно мусор за собой убирать, то наша социальная сфера, скажем, наша вообще вот эта среда обитания, она станет намного приятнее. Работа, да, может быть, не так хорошо у нас с зарплатами, да? Ну, говорю, что сравнить-то особо не с чем. Жила вне Бурятии, может быть, года 2. И социальная сфера вообще никак не соприкасается. Хронологически? Ой, не знаю, ничего не меняется, мне кажется. Это все как-то мимо меня проходит. Очень, очень мимо меня. Государство я мало чего получила в жизни. Можно сказать, 0. Вообще, социальная сфера, конечно, становится понемногу лучше, но все-таки не на достаточном уровне. Потому что ну, это объясняется тем, что Бурятия все-таки является дотационной республикой, она не может выделять достаточно средств на поддержание социальной сферы. В некоторых республиках, таких как, например, Саха-Якутия, я знаю, что пенсионеры получают свою дополнительную пенсию, студенты получают дополнительную якутскую стипендию. И 2 раза в год всем госслужащим и работникам госучреждения оплачивается проезд в точке России, а туда и обратно. Ну, нам приходится об этом только мечтать, конечно. Все. Как люди живут, городское хозяйство, все. И, ну, городское хозяйство просто ужасное. Просто ужасное. Ну, достаточно посмотреть. Вот вчера как раз я посмотрела «Восточный экспресс», это несчастные трубачи после ливня. Ну что, каждый дождь у нас превращается в стихийное бедствие в городе.
Это вот еще никто не заметил, вот здесь была история вот с этой вот новой развязкой. Я не знаю, почему СМИ они не заметили. Может быть, просто-напросто это скрыли и постарались это все быстрее там заделать, происшествие там, вот этот вот мост, по которому уже сейчас все ездят машины, да, и вот этот вот, который вот туда идет, на Заудута сейчас это они делают, да, и тут после очередного ливня, этого воскресенья, да, там с утра у них такая промоина образовалась. Вот. Ну, просто мама моя была свидетелем тому. У них там просто вот туда вот вниз промоина образовалась. Вот. Я не знаю, почему никто этого не заметил, но они моментально быстро там в течение нескольких часов заделали. Вот. Ну, представляете, строится, объект только строится, а он уже у них разрушается. Еще там до завершения там, далеко, а он у них в основании завершается. Он знаете, где? На границе, когда вот переход, вот, собственно, с тверди земной на этот самый мост. У них там какое-то обрушение произошло. То есть в самом начале этого объекта. От ливня. Ну это же немыслимо вообще. А если тайфун или торнадо, извините меня, как в США, тогда что мы будем делать? Вот. Потом вот я говорю, вот тот же, я не знаю, как другие районы, да, ну советский район, это, я говорю, да мы вот тут сейчас сидим, в оазисе, да, а советский район, это же вообще помойка. Просто вот куда ни шагни, вот шаг вправо, шаг влево, это помойка. От каких-то вот шаг вправо, шаг влево, я имею в виду, от каких-то вот кусочков советского района, которые более или менее там благоустроены. Так вот, опять же, вот этот сувенирный подход абсолютно, вот этот вот попсово-сувенирный. Вот, пожалуйста, вот вам улица Ленина, да, вот вам Арбат, так называемый. Причем мне это совершенно вот прям, меня так раздражает вот эти все придуманные эти наименования. Вот вам улица, шагните в сторону улицы Ленина. На полметра отойдите с этой плитки, да? И что? Вот в сторону Каландрашвили, что вправо, что вот если вы будете в любую сторону Ленина, к Адигиторевскому собору, к Оперному театру, площади Советов стоит, что вправо, что влево сделайте шаг по улице Каландрашвили на метр. И все, и помойка. И человек, который отвечал за советский район, да? Глава администрации Советского района становится у нас министром социального развития всей республики. Чтобы что? Чтобы уже вообще вся республика превратилась в помойку, да? Довелась до состояния помойки. И меня вот это вот просто изумляет. Центр города, это ужас какой. Это набережная пресловутая, притча во языцах просто, да? Замотались уже волонтеры ее убирать. Вот. Во всех городах набережная, центр вот культурной, вот этого социокультурной жизни, там, центр общения, да? Люди выходят на променад, на набережную. Какая набережная в Иркутске, да? Набережная – это то, откуда город начинается. Ну, город же всегда начинается возле реки, да, возле главной артерии, да, возле воды. Жизни без нее нет. И отсюда начинается жизнь. У нас набережная, ну просто. Это самый настоящий отстой. Самый настоящий. Люди выходят в других городах на набережную, что называется, пройтись, себя показать, других посмотреть. Да? У нас вот так вот. Да не дай бог на набережную нашу выйти. Я не была, там же вроде бы заасфальтировали. Ой, там ужас, там грязь, там такая грязь, там вот сплошная. Ну я не знаю, может сейчас уже прибран, потому что я же говорю, постоянно волонтеры убирают. Информполис какие-то акции организовывают, там, какие-то молодежные организации, молодежная палата, по-моему, при мэрии там что-то организует. Ой, ну не знаю, может сейчас что-то изменилось, но вообще-то помойка просто. Я говорю, у нас шагни к сторону, и все, и помойка. Мне кажется, принцип простой. Во всем там, и в общепитии, и везде во всем. И вот в этой социалке, да. Вот если бы наши там отцы города, да, помнили, вот просто, знаете, надо, мне так кажется, что надо всегда думать так вот, что на месте любого человека может оказаться твоя мама с папой или твои дети. И все. И все. И тогда все будет работать.
все будет работать хорошо, кругом будет все чисто, вот, кругом будет приятно, кругом будет полезно, и кругом все будет для людей. А у нас все не для людей. И вот единственное, что я говорю, что вот общепит, он как-то все-таки меняется, и есть такие точки у нас в городе, где, в общем, для людей. Проложено уже расслоение общества на богатых и бедных. Ну и, соответственно, интересы бедных, они, наверное, малоимущих, никак не представлены. Поэтому пока есть в обществе вот такие коросты, я считаю, что нельзя рапортовать об успехах. В социальном плане, если можно говорить, вот этого не хватает, того не хватает, но давайте зрить в корень, да, как говорил Казимир Прутков. Пока у нас на дворе капиталистическое общество, социальная сфера не будет на высоком уровне, потому что даже в капиталистическом развитом обществе, да, если так можно выразиться, уже устоявшемся, возьмем США, возьмем страны Европы, там все-таки богатые отчисляют достаточный процент на содержание вот этой сферы. И я думаю, что в Европе нет такого количества бомжей, как у нас сейчас в России. Нет такого количества детских домов престарелых, опять-таки, как у нас. Забота о старости, забота о детях, забота об инвалидах. И прежде всего здесь, я так думаю, немаловажная роль государства, потому что государство на то и создается людьми, чтобы государство защищало их в трудные моменты, в опасные моменты их жизни. Иначе, в общем-то, наверное, будет вот то, что мы видим сейчас. Вот, это, конечно, очень прискорбно. Это вопрос, как из анекдота. Как-то Марию Кюри спросили на банкете: расскажите мне все про физику. Вообще, если сказать вот мои самые, так сказать, сокровенные мысли по этому поводу, мне кажется, идет негативная тенденция в отношении образования, социальной защиты и всей социальной сферы. Негативная тенденция, скажем так, секвестирования, коммерциализации и перевода этой сферы на какую-то, знаете, такую какую-то бездуховную, какую-то коммерческую основу с целью экономии государственных средств, но при этом теряется очень многое. Например, когда-то у нас был маленький интернат в каждом селе Бурятии. И пожилые люди, которые остались без присмотра, они жили в своем селе, только в другом доме. Например, по 10-20 человек. И они как бы не теряли связи со своей родиной, были недалеко от родных могил и питались той же самой пищей, видели те же самые пейзажи. И вот когда произошла оптимизация, так сказать, то всех пожилых людей поселили в 2-3 больших интерната, что на них очень плохо сказалось. Хотя были причины очень веские, там пожарная безопасность, там экономия средств и так далее. Но понимаете, вот когда вот такая идет коммерциализация социальной сферы, то очень много теряется в таком именно вот в человеческом плане. Если в общем сказать, то же самое про образование можно сказать, то же самое про культуру и про здравоохранение и про социальную защиту. Мне кажется, мы куда-то не туда идем. Самые лучшие наши достижения мы теряем год за годом. Вот. Но я вот недавно, пришлось так, в больнице, поликлинике, я вижу, что проблем много, и очень много людей, которые нуждаются, вообще нуждаются. Первое, во-вторых, нуждаются в том, чтобы их как-то организовали в быту. Даже элементарно вот эти очереди, которые в поликлиниках находят, там процедуры, когда на процедурах вообще, вы знаете, там по 2-3 часа люди сидят, больные, некоторым плохо становится. Я думаю, что вот эта сфера, вот такая, казалось бы, что там, нужно все-таки организовывать, чтобы человек чувствовал себя комфортно, приятно, пришел, буквально через 10 минут зашел там к врачу или там на процедуры какие-то. Вот здесь, я думаю, нужно как-то, чтобы люди, те, от которых это зависит,
все-таки они тоже посидели в эти очередь, заняли бы очередь, посидели бы и посмотрели, так сказать, проследили, какие мысли при этом возникают, и какие чувства, эмоции их одолевают. Тогда, если так каждый на своем участке это все будет делать, наверное, все получше будет. Но я думаю, конечно, наверное, решаются вопросы, но немножко медленно. А хотелось бы на своем веку увидеть хорошее состояние нашего быта. Социальная сфера Бурятии, но вообще, если взять целость Бурятии, социальная сфера нормально развита. Нормально. В Бурятии последние годы сеть социальных сфер много открылась, я так скажу, потому что Бурятия ничем не отстает. Открываются новые новые культурные центры, да. Все такое. Спортивные, я боксер. И я думаю, что все-таки, да не только Бурятия, наверное, мы сейчас видели, как на Олимпиаде, даже на бурятка наша Волос выступала, занимала 3-е место. Как наша стрельба 4-е, но это неплохо. Да, для маленькой Бурятии. И я думаю, что все-таки Бурятия еще займет свое достойное место среди республик нашей великой России. Да. Все-таки Великая Бурятия, генофонд большой, люди тут очень хорошие. Вообще, добрые, рыбаки, охотники. Добрые, потому что никакой человек... Да, это я. Владик, иди отсюда. Вот живем в муниципальных маленьких образованиях, допустим, да, больницы были, поликлиники были, их закрывают. И это плохо, плохо. Именно только надо будет ехать в районные центры. Это тоже плохо. Допустим, больной человек, тут не работает скорая и так далее, и так далее. Мы этот вопрос поднимали, конечно. Но, увы, сейчас, когда идет все вот это платное, ну, имея медицинский полис, мы никак не можем пройти бесплатно. Ну, бывает, конечно, но узким врачам обязательно надо платить. Ну, деньги свои, допустим, да? А вот тут у нас врачебная поликлиника. Скорая помощь не работает, больница закрыта. Но это, конечно, плохо. Плохо то, что вот маленькие школы иногда закрывают, допустим, да? Но рассказывая, что я учу русских детей бурятскому языку, я работаю в маленькой, именно маленькой школе, малокомплектной школе, в маленькой деревне. Если, конечно, там школу закроют, там, не знаю, жизнь, наверное, прекратится. Все крутится вокруг школы. Все мероприятия, культуры мероприятия, собрания, даже голосование проводят в школе. Все крутится вокруг школы. Так я скажу. Действительно, надо, наверное, нашим властям уделить внимание именно селам, поднимать культуру сел, наверное. Надо поднимать культуру населения. Все-таки у нас же есть люди достойные, которые могут показать пример и прочее, прочее.